Сегодня мы поговорим о процессе институционализации, используя понятия, введенные Жилем Делезом и Феликсом Гваттари. Для начала я хочу сказать, что ими была написана двухтомная книга, называется «Шизофрения и капитализм». Она еще была издана в 1972 году. Но идеи, заложенные в этом труде этих двух авторов, французских постмодернистов, как мы их называем, она начинает наиболее широкое влияние получать в постсоветское время, во всяком случае в нашей стране. Эта идея достаточно распространена, конечно же, на Западе. Эту книгу ставят наравне с классиками философии и считают, что это величайшие мыслители XX века. Нужно сказать, что это философы. Язык написан достаточно своеобразно и очень сложно, абстрактно, но тем не менее эти идеи, которые были разработаны ими, они имеют широчайшее влияние не только на так называемые социально-гуманитарные направления науки, но и на естественные и на другие. Мы сегодня поговорим совершенно о конкретных явлениях, таких как институционализация. Вообще хочу введение сказать, что как они видели действительность, то есть ту жизнь, которая нас окружает. Они его видели как бесконечные потоки. И вот эта их идея была основана на том, что нет какого-то однообразия, какого-то генезиса, до которого мы должны докопаться. Они считают, что идет бесконечный поток явлений, процессов. И, естественно, они говорят и о скорости. Где-то эта скорость может быть более быстрой, а где-то она может, как говорится, встретив какое-то препятствие, падать. Например, мы можем представить водопад. Мы видим, что какой-то основной поток воды идет очень быстро, оно падает, не встречая на своем пути какое-то сопротивление. Если даже встречает такое сопротивление, оно может его смести. А есть какие-то периферийные, что ли, поля этого водопада, которые могут, встретив какое-то препятствие, какие-то шероховатости, рассыпаться, и дать некие эффекты. Так вот, если мы говорим о процессе институционализации, то я немножко напомню, что это процесс упорядочивания. Вот мы живем в неком таком хаосе, и мы пытаемся, люди, имею в виду человеческое общество, оно пытается это привести в порядок, чтобы не было, скажем так, неожиданностей много, то, чего, наверное, человек не может выдержать. И процесс институционализации – это разработка неких норм, неких каких-то стандартов, унификации, чтобы нам легче, наверное, было ориентироваться в этой жизни, в этом потоке. И вот они ввели понятие «коннекция», связывают это с тем, что это первоначальный уровень, когда нет никакого порядка, никакого единообразия, все изменяется своим чередом, что называется. В качестве примера, например, можно привести, так как Феликс Гваттари, он был практикующим психиатром, то, естественно, очень много они говорили о шизофрении. И вот они говорят о том, что сначала были бродяги, которые не работали, наверное, да? Были проститутки, которые тоже промышляли в свободном полете, что называется. Были, наверное, психически отклоненные люди, которые тоже не могли усидеть на одном месте. И они добывали себе как могли пропитание и таким образом существовали. То есть не было представления, что они какие-то асоциальные, что они мешают жить и все прочее. Но со временем стали создаваться учреждения специальные для них, стали их помещать, стали их лечить, что называется, различными способами. Все это развивалось, естественно, но до появления еще этого труда Делеза и Гваттари, еще Мишель Фуко разработал идею, что таким образом была выработано базовое представление о безумии. Хотя он показал, что это совершенно не базовое представление. Так вот, эта коннекция, то есть она не поддается каким-то однообразию какому-то, и такая жизнь идет и идет.
Или, например, мы возьмем институт семьи. Мы знаем, что вначале, когда только человек появился на свет, у него не было такого представления, как семья, моногамии не было, да, был промискуитет так называемый, то есть беспорядочные половые связи. Ничем и никем они не регулировали, что называется, и таким образом человек как бы размножался и жил. Но появились, мы говорим, институт семьи. И мы видим, насколько начиная с этого института семьи, Делез и Гваттари ввели понятие дизъюнкция, то есть это приведение к единообразию, унификации. Попытка упорядочить как-то, ограничить, оградить, это они и называют дизъюнкцией. Если мы опять же возвращаемся к понятию «семья», то мы видим, насколько она у нас сегодня обрастает правилами. Да? Например, если в 20 веке, во всяком случае в Советском Союзе, не было понятия брачного контракта, то мы теперь видим, что более набирает оборот так называемые брачные контракты. Это тоже уже подстраховка к тому, что если эта семья может распасться, то будут прописаны взаимоотношения между супругами. Или, например, возьмем пример на личностном уровне. Например, сегодня у нас 5 февраля, градус официальный показывает 43 градуса. Но по личному, на индивидуальном уровне, мне кажется, что все-таки за 50. Но мне могут сказать, что как это вы так говорите, тогда как у нас есть институция, гидрометцентр, плюс еще у нас есть понятие старости, да, могут сказать, ты старая, поэтому ты более чувствительна к температуре. Мы говорили о том, что это вторая стадия, и, значит, здесь что они отмечают? Они отмечают, что стадия дизъюнкции, то есть когда появляются институции, то невозможно потом их как-то расформировать, разложить. Почему? Потому что они говорят, что происходит вторичное переписывание, то, что я вам уже сказала, да, например, брачные контракты появляются и все прочее. Или, например, возьмем МОК, то же самое. Появился этот Олимпийский комитет, которого был суд, говорят, был сначала в этом же комитете, потом его отделили, чтобы суд стал объективным, а теперь когда они вынесли объективное в нашу пользу решение, вдруг МОК начинает возмущаться. И, кстати сказать, Делез и Гваттари говорят о том, что если институционализация идет, этот второй уровень переписывания и все прочее, это не значит, что семья не распадется. Мы видим практику, когда очень высокий процент разводимости. Да? Здесь, конечно, у них еще есть другие объяснения, но я пока не буду в это вдаваться. Теперь мы переходим на третью стадию, так называемая конъюнкция. То есть это уже за пределами дизъюнкции. Когда эта институция уже сформирована, мы говорим, да, она может разложиться, вернее, не может разложиться, но тем не менее отдельные семьи распадаются, мы это видим. Да, какая-то часть этого процесса, она идет не тем путем, который бы, наверное, хотелось с помощью институции что-то такое подкорректировать, урегулировать, управлять и все прочее. Есть так называемая бахрома, говорят они, да, которые не поддаются, они не могут охватиться всеми унификациями, стандартами и нормами. Наверное, и поэтому и есть какие-то отклонения, да, мы говорим, исключения из правил, как мы говорим. Но конъюнкция – это, значит, Феликс Гваттари, как я сказала, был практикующим психиатром. Естественно, он хотел это реализовать и посмотреть, что с этим происходит. У него была клиника, и он, значит, применял такие методы, которые не терапевтичны и не психиатричны. То есть он, например, хотел, чтобы пациенты данной клиники были и персоналом, и пациентами одновременно. При том же они, чтобы выполняли различного рода функции, и таким образом, как бы сказать, вели нормальный коннективный образ жизни, что ли, своеобразный. Или если взять пример, то можно, наверное, взять по крайней мере, начало работы этих валют, да, которые
вне государства появились, да, мы говорим криптовалюты, они же сейчас никем не контролируются. И, наверное, вот это тоже, наверное, как один из примеров, наверное, можно рассматривать. Но я не уверена, что на 100%, но тем не менее я, например, так вот, по крайней мере для себя вот так вот думаю. Пока, опять же, если эта валюта не подпадет под контроль государства. А мы видим сейчас вот финансовые структуры, да, хотят как-то узаконить и опять же его прибрать, что называется. В своем труде Делес и Гваттари показывают, например, вводят такое понятие, как машина войны, они тоже вот на примере все это рассматривают, и вот это отслеживать, читать, конечно, очень интересно. Ну и я хотела в качестве вывода сказать, что эти авторы рассматривают вот в своем последнем труде, что такое философия, они рассматривают науку как референцию. То есть они говорят, вот этот поток, о котором я в самом начале сказала, они говорят, что наука замедляет, приостанавливает вот этот вот поток, и она как бы вот под каким-то, ну, образно выражаясь, увеличительным стеклом рассмотреть. И они говорят, что наука очень часто может ошибаться, потому что она берет некие куски застывшие. А тогда, как они говорят, движение, поток – это очень сложный процесс, где вот взаимодействует множество явлений, множество различных течений и скоростей. И вот в этом плане они очень скептично относятся вот к научным знаниям. Ну и прежде всего, по-видимому, вот именно к социальным, так называемым, научным направлениям. Ну что хочется сказать, что это очень увлекательная идея, и мне кажется, что она сейчас объясняет очень многие явления в нашей жизни. Мы видим, насколько скорости растут, насколько наша жизнь, повседневная даже жизнь на уровне индивидов, мы видим, со сколькими сложными и все новыми и новыми явлениями и процессами мы сталкиваемся в своей повседневной жизни.